действия. Проблема обманутых дольщиков услышана. Вступили в силу поправки в закон Российской Федерации под номером 214 о долевом строительстве, предполагающие переход застройщиков на проектное финансирование и продажу квартир в новостройках по новым правилам через эскроу-счета. Согласно новой схеме, покупатели несут свои деньги не напрямую застройщику, а положат их на специальный счет в банке, к которому застройщик получит доступ только после ввода дома в эксплуатацию и регистрации первого права собственности. Первая попытка отрегулировать это изменение федерального закона в 2014 году. До этого вообще же все было бесконтрольно. Буквально действовали по советскому законодательству. Когда создавались в советский период какие-то объединения граждан, и которые что-то себе строили. Вот эта практика до 2014 года наплодила вот эти проблемы. Ну а если дом по каким-то причинам не будет достроен, покупатель просто заберет свои средства из банка. Ровно столько, сколько положил. Проценты по этому счету начисляться не будут. В случае банкротства банка деньги вернет агентство по страхованию вкладов. Правда, не более 10 миллионов рублей. Такая схема должна исключить появление новых обманутых дольщиков. В нашей республике региональное общественное движение «Союз Якутии» предлагает свои механизмы конструктивного решения проблемы во взаимодействии государства, бизнеса и общественности от имени обманутых граждан. Мы ждем диалога. За последние десятилетия появилось большое количество обманутых дольщиков, вкладчиков и пайщиков всевозможных кооперативов, строительных компаний и товариществ. В столице Якутии насчитывается около 47 объектов незавершенного строительства. Около 2000 человек, которые ради новоселья в новостройке потратили все свои сбережения, продавали единственное жилье, брали ипотеки, использовали материнские капиталы, а теперь годами и даже десятилетиями ждут обещанных квартир. За каждым таким случаем стоит чья-то нерадивость и бездействие исполнительной власти. Одним из таких долгостроев являются строения по проспекту Ленина 55/1 города Якутска. История этого строительства началась в конце 90-х годов. Мы попали под снос. Наш дом стоял вот здесь, стоял наш дом. Эту квартиру нам передала организация, которая работала, бабушка работала на той организации, и они передали, сняли с баланса и передали нам собственность. И такой документ есть. В 2001 году мы подписали договор, сказали, вот 2 года и будет уже квартира. Ну, так быстро построили, начали строить, а потом как-то прекратилось сразу. 3 года нам предоставляла, вот застройщик предоставлял нам квартиры в разных местах, а потом мы на дачу переехали, построили домик и там живем на даче. У меня прописка даже вот сейчас, прописка вот проспект Ленина 55/1. 4 детей, я всегда им говорила, вот мы будем жить в этой красивой квартире, тут будет квартира. Лишь сейчас, спустя почти 20 лет, когда незавершенное строительство уже признано самостроем и подлежит сносу, рабочая группа по защите прав дольщиков Якутии, созданная с участием всех органов исполнительной власти и общественной организации НКО «Квадрат», начало решать судьбу этих объектов. ЖСК является как бы фактически новым лицом. У нас и новый устав уже, и так далее, и новое правление. И вот сейчас мы работаем очень плотно с правительством нашей республики, Минстроем и так далее. Общая позиция такая, что надо сносить эти дома, халупы, и вместо них высотку поставить. Проблема застарелая, никак не решалась в предыдущие периоды. Но на сегодня мы имеем то, что имеем. И администрация города, как нам кажется, уже готова идти навстречу. Именно в достройке рассматривается перспективный план достройки уже. У нас же задача какая вот у НКО? Прекратить самострой вообще, то есть попытаться повлиять на изменение законодательства нашего, республиканского в этой части, чтобы вообще не появлялись подобные объекты. Это касается и муниципального города Якутска законодательства, и республиканского. Место долгостроя посетила Наталья Булина, координатор инициативных групп участников долевого строительства России по Центральному федеральному округу и Якутии, общественного движения России. Цель приезда Натальи Булиной в Якутию – ознакомиться с текущими делами проблем, обманутых в сфере строительства, и по возможности внести предложения по решению проблем граждан иными альтернативными способами.
Проблема как бы комплексная, и ее решение дробится на два вопроса. Один вопрос решает муниципальная власть, другой вопрос решает региональная власть. И на выработку вот этого совместного решения будет, к сожалению, уходить время, которое ценно для людей, которые, к сожалению, каким-то образом смогли взять ипотеку на объект самостроя. Вложить туда материнский капитал – это вообще моему уму непостижимо. При этом люди снимают жилье, платят ипотеки. Люди малообеспеченные, поскольку республика дотационная. Порядка 30% живут в черте бедности людей. И это очень большая нагрузка для семей, и это вызывает социальную напряженность. В Государственной Думе в осеннюю сессию будут приниматься поправки по ЖСК и самостроям. Вот. И я думаю, что это поддержит региональную власть в ее решении заниматься самостроями. В связи с началом действия 214 закона России в региональные общественные приемные председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева ведется сбор заявлений по вопросу нарушений прав дольщиков. С целью выявления количества объектов и размера денежных вложений создан Народный реестр граждан, пострадавших в результате недобросовестных или мошеннических действий застройщиков. Народный реестр открыт. Я думаю, еще будет долгое время открыт, а вполне возможно не закроется, пока есть пострадавшие люди от этих организаций, именно кредитно-потребительских кооперативов. Можно приходить на МОСа 18, кабинет 2/4, допоздна здесь люди, активисты, общественники. Принимаем заявления и начинаем свое движение. Начал свою работу Союз дольщиков-пайщиков-вкладчиков Якутии, который должен объединить созданные и создаваемые некоммерческие организации, всевозможные объединения, кооперативы и просто обманутых людей при строительстве жилья. Как раз наш союз будет заниматься в том числе мониторингом, помогать, то есть общественной своей работой, чтобы, как говорится, если какие-то сейчас есть недопонимания, то есть у людей они могли приходить к нам в союз и консультироваться. Благодаря вот этому мониторингу, то есть мы сейчас выявим, то есть, что происходит у нас в частном, малоэтажном строительстве. То есть будем давать информацию своевременно, потому что надзорные органы в этом плане не дорабатывают. Совместно с исполнительными и надзорными органами власти Якутии начались приемы обманутых людей. Одним из первых надзорных органов стала прокуратура Якутии. Благодаря приему граждан вскрываются новые факты мошенничества в сфере строительства. Прошла встреча обманутых людей со следственными органами МВД Якутии. Очень много вопросов было задано к представителям Министерства внутренних дел по срокам расследования по фактам мошенничества. Дела дольщиков не терпят того, чтобы их расследовали 30 месяцев. Правда. Но это безобразие, когда на экспертизу уходит 18 месяцев. Правда, безобразие, так нельзя, нужно с этим что-то делать. Уходит имущество. Сейчас вот мы сталкиваемся с тем, что масса участков земельных, принадлежащих покупателям жилья, мошенническим образом выведено. Их надо срочно возвращать, потому что, вот, например, в городе Якутске мало земли, и непонятно, застройщики готовы достраивать, готовы, но в бюджете у республики денег нету, а земли, получается, земля ушла мошенникам, которая могла бы застройщикам компенсировать их затраты. Прошли приемы представителей налоговой службы России и Якутии. Обманутые люди смогли получить разъяснения на свои вопросы. Союз дольщиков, пайщиков, вкладчиков Якутии поставил вопросы о налогах по предприятиям, которые допустили обман людей. То есть хотели бы, чтобы налоговая инспекция провела проверку, то есть в отношении недобросовестных застройщиков, для понимания вообще, то есть они платили налоги или нет с того, что получали, как говорится, денежные средства от дольщиков, от Союза дольщиков. Хотим задать наболевшие вопросы о том, как, соответственно, людям сделать налоговые каникулы по земельным вопросам, в связи с тем, что то есть, их, как говорится, земельные участки были не освоены, но, тем не менее, налоги, то есть люди исправно все-таки платят.
Координатор инициативных групп дольщиков России по Центральному федеральному округу и Якутии общественного движения обманутых дольщиков встретилась с заместителем председателя правительства Якутии Кириллом Бычковым. Обсуждены проблемы этой сферы и вопросы о создании специализированного республиканского фонда для решения вопросов обманутых дольщиков. Очень приятно видеть, что исполнительная власть допускает к решению проблемы общественную организацию. То есть исполнительная власть Республики Якутия и идет строго в соответствии с тем, что требует президент России от исполнительной власти. Они привлекают к себе общественную организацию для работы по социально значимой проблеме, работы с обманутыми дольщиками. Исполнительная власть Якутии увидела эту проблему, проблема будет решаться. Для этого только надо создать соответствующие механизмы, чтобы и людям было хорошо, и не подвести власть. Состоялось совещание всех заинтересованных сторон по проблеме обманутых людей по адресу Ленина 55/1 в окружной администрации города Якутска. Встреча была достаточно долгой и горячей, но принцип решения проблемы обманутых дольщиков уже определен. Увидели и услышали поддержку мэрии, что вопрос будет решаться, земля будет передаваться ЖСПК «Строим вместе», заключаем, когда мы все оформим, заключаем договор и передаем застройщику. И уже с застройщиком будет дорожная карта, где непосредственно будут исполняться решение жилищного вопроса. Визит координатора инициативных групп дольщиков России по Центральному федеральному округу и Якутии общественного движения обманутых дольщиков дал толчок для развития межведомственной работы. Рассматриваются дорожные карты по объектам строительства. Создана рабочая группа, куда вошли общественники по защите прав участников долевого строительства. Принято решение об усилении просветительской работы среди населения. Каким образом приобретать жилье по новым правилам. Очень рада, что приехала здесь плодотворно, мы все поработали, и я услышала, что такой далекий регион, такой как бы холодный, но здесь теплые отношения к людям и со стороны исполнительной власти.